Дмитрий Зурабович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. И хотела бы озвучить тему нашей сегодняшней беседы. Это внеочередные выборы президента в Республике Абхазия. По прошествии первого тура хотелось бы поговорить с вами о проделанной работе в рамках выборного процесса. Какие, на ваш взгляд, быть может, были недочеты в ходе проведенных мероприятий, а также очевидные плюсы в контексте современного международного права? Спасибо за приглашение. Дело в том, что по итогам первого тура, как вы знаете, наибольшее количество голосов набрали два кандидата. Это Гумба Бадра Зурабович и Арзымба Адгур Амиранович. Повторное голосование, второй тур, назначен на 1 марта. Хотелось бы отдельно поблагодарить кандидатов в президенты, которые баллотировались в первом туре. Это Аршба Роберта Ивановича, Барцис Олега Мсасовича и Хурхмал Адгур Вадимовича за то, что они провели предвыборную кампанию честно и чисто, потому что видно было, как штабы скрупулезно подходят к тому, чтобы не обливать друг друга грязью. И те предвыборные кампании, которые они проводили, мы оцениваем положительно. Спасибо им отдельно и их сторонникам за то, что они проделали такую чистую работу. Что касается подготовки и проведения выборов по первому туру, то Центральная избирательная комиссия оценивает работу окружных и участковых комиссий положительно, потому что мы должны понимать, что члены комиссии окружных и участковых, они работают не на постоянной основе. Это для них общественная нагрузка. И те силы, которые были направлены на то, чтобы провести в строгом соответствии с выборным законодательством, для этого я хотел бы отдельно их поблагодарить, наших окружных участковых членов комиссии, потому что все, что было сделано, это благодаря им. И международные наблюдатели, и наблюдатели от кандидатов, они это отмечали. Что касается правопорядка, хотел бы также обратиться к правоохранительным органам, поблагодарить их. Все, что можно было сделать в этом направлении, для того, чтобы у наших граждан в спокойной, стабильной обстановке была возможность выразить свое волеизъявление, все силы для этого были задействованы, поэтому отдельно им благодарность. Также хотелось бы отметить, чтобы наши участковые комиссии, которые были расположены за пределами Республики Абхазия, это в Москве и в городе Черкесск, и там были направлены наши представители Центральной избирательной комиссии. Также высокая оценка их работы была обозначена. И, конечно же, хотелось бы отметить, что наши коллеги из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, они оказали большую помощь нашим абхазским комиссиям для того, чтобы были созданы комфортные условия для наших граждан, чтобы у них беспрепятственно возможность была проголосовать за того или иного кандидата. В целом, я думаю, что та работа, которая была проделана, она была сделана добросовестно. И вне зависимости от того, кто прошел во второй тур, я думаю, что те рекомендации, которые тоже были сделаны для наших окружных участковых комиссий, они тоже будут взяты во внимание и подготовиться ко второму туру. У нас время есть, мне 10 еще осталось. Я думаю, что мы это все возьмем во внимание. Спасибо. Вопрос, который волнует также наших граждан: какого числа они смогут получить удостоверение для голосования во втором туре? Как вы знаете, у нас открепительные талоны, они отменены уже более 10 лет, потому что были такие моменты, когда выдавались открепительные талоны, то есть это когда и по месту прописки можно было голосовать, и по месту пребывания. Люди злоупотребляли, поэтому открепительные талоны, они уже давно отменены. А что касается людей без прописки, для них, да, в первом туре была предусмотрена такая процедура выдача удостоверения для того, чтобы они могли проголосовать на том или ином участке, в котором укажут они в своем заявлении. За 10 дней до дня голосования
мы выдавали, и такой же порядок ко второму туру. То есть с 20 числа включительно, то есть с сегодняшнего дня, наши граждане имеют право обращаться в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы получить удостоверение на право голосования, у кого нет прописки. Все остальные голосуют по месту прописки. Также хотелось бы отметить, что те граждане, которые не имеют физической возможности прийти на участок, они также должны будут подать заявление на участок, чтобы выездная группа из участковой комиссии, чтобы на дому в день голосования пришли и дали возможность им проголосовать по месту жительства. А в случае того, если наши граждане будут находиться вне Республики Абхазия, смогут ли они проголосовать в обозначенных участках на территории Российской Федерации в городе Москва и в городе Черкесск? Нашим гражданам, которые проживают за пределами Республики Абхазия, такая возможность предоставлена, как мы ранее отмечали, на протяжении 15 лет с момента признания Республики Абхазия в качестве суверенного независимого государства со стороны Российской Федерации. Вот 2 города, и в тех городах, где открытые участки, также будет возможность проголосовать вне зависимости от того, есть у них прописка в паспорте или нет. Вот. Поэтому я думаю, что активность также будет повышена. Вот, и призываю комиссию, которая расположена в Москве, в Черкесске, отработать, учитывая плотность населения, которая состоит из наших граждан, там, да, она была беспрецедентная, вот, чтобы они бдительно провели свою работу за пределами. Что касается участка, который был закрыт в Турции, да, мы за месяц до дня голосования приняли решение о том, чтобы дать возможность нашей диаспоре, которая проживает в Турецкой Республике, чтобы они могли воспользоваться своим политическим правом голоса. Мы такую возможность, чтобы им дать за месяц до дня голосования, такое решение было принято. Но, к сожалению, турецкие власти, они препятствовали для того, чтобы в итоге участок чтобы был открыт. Вот. Поэтому то препятствие, которое они оказали для того, чтобы наши граждане могли выразить свое мнение по поводу участия в выборах президента Республики Абхазия, оно было ограничено, поэтому если есть возможность и желание наших граждан, то они могут приехать к себе на родину и проголосовать здесь, учитывая, что турецкие власти воспрепятствовали для того, чтобы они волеизъявление свое выразили на территории Турции. По итогам пресс-конференции можно сделать вывод, что международные наблюдатели дали высокую положительную оценку выборному процессу в нашей стране с точки зрения демократического права. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом и сколько стран будет представлено в лице наблюдателей во втором туре. Быть может, были озвучены какие-то существенные замечания в работе избирательных участков? Дело в том, что более 30 стран мира было задействовано представителей этих стран, вот, такие как Иран, такие как Германия, Италия, Франция. Вот. Много граждан было задействовано в данном процессе. Это в основном экспертное сообщество. Мы им очень благодарны. Вот. И те представители, которые представляли свою страну, свою гражданскую принадлежность, они впервые, многие из них были впервые в Республике Абхазия в качестве международных наблюдателей. Вот. Хотелось бы отметить, что наблюдатель из Российской Федерации, друг Абхазии Сергей Николаевич Бабурин, он в первую очередь подчеркнул, что как минимум 20 лет наблюдает за выбором в Республике Абхазия, выбором президента Республики Абхазия. Он также высоко оценил факт того, что все было организовано, исходя из выборного законодательства Республики Абхазия, все в соответствии с международными нормами. Для нас эта оценка важна, потому что у Сергея Николаевича есть с чем сравнить. Вот. Что касается того, что оценки международных наблюдателей из других стран, конечно, они были удивлены тому, что у нас был доступ обеспечен не только к подготовке и проведению выборов, но и к самому подсчету. Вот. Мы допустили возможность, учитывая желание международных наблюдателей,
То есть с 8 до 8 участок работает, вот, а после этого уже посторонние люди выходят и начинается подсчет. Что касается наблюдателей от кандидатов, а также наблюдателей международных из разных стран, мы им также обеспечили равный доступ, чтобы они, не вмешиваясь в процесс подсчета, могли наблюдать за всем этим процессом. Вот. И они были удивлены тем, что каждый бюллетень практически был на виду, чтобы была возможность подсчитать честно и чисто. Вот. Для нас это важно, потому что, учитывая, что мы, когда были признаны со стороны Российской Федерации, они, признавая независимость и суверенитет Республики Абхазия, взяли на себя ответственность, что мы соответствуем всем этим стандартам. Вот. Я очень надеюсь на то, что международные наблюдатели, они также оценили организацию проведения выборов. Ну что, в принципе, было на брифинге, когда мы итоги подводили предварительные, они, я думаю, что от чистого сердца озвучивали. И те рекомендации, которые они нам давали, мы тоже берем во внимание. Вот, и мы надеемся на то, что, возвращаясь к себе на родину, они также будут информацию распространять о том, с чем они столкнулись и очевидцами какого мероприятия они были. Это только дает нам возможность больше, чтобы о нас знали, как состоявшейся республике, которая хочет развиваться в демократическом и независимом статусе, чтобы этот статус он был поддержан другими странами тоже. Спасибо. Наиболее актуальный вопрос наших граждан: какое количество голосов в процентном соотношении должен набрать кандидат для победы на выборах? Дело в том, что, как вы знаете, в первом туре 50+1 – это то правило, которое прописано в законе, должен набрать победитель от числа принявших участие. Вот. Во втором туре такое же правило 50+1, но от числа действительных бюллетеней. Что это означает? Два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов, по ним будет проводиться второй тур, повторное голосование. Тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов, то есть первое место, да, он должен будет выиграть и своего оппонента, и графу против всех в совокупности. То есть 50+1 он должен будет набрать из числа действительных бюллетеней, не учитывая испорченные. Вот. Это жесткие правила, но по тем правилам, по которым были выборы 2020 года проведены, вот, без изменений эти правила также они будут применяться и на этот раз. Еще хотелось бы отметить, что одним из правил голосования мы как защитный механизм включили. 2 дня назад у нас было заседание. Вы знаете, что избиратели, когда приходят на избирательный участок, они предъявляют паспорт, и на 5-й странице проставляется штамп о том, что данный гражданин проголосовал. Вот. Это как защитный механизм делается для того, чтобы у него повторной возможности не было прийти проголосовать. Более того, 2 дня назад на заседании приняли решение, когда итоги первого тура подводили, было принято решение о том, чтобы эти штампы ко второму туру были красного цвета. То есть при предъявлении паспорта ко второму туру будут проставляться красные штампы. И если красный штамп уже стоит, значит при повторном, если вдруг такие злоумышленники будут, если они предъявляя паспорт, там уже если стоит, если будет стоять красный штамп, значит он уже проголосовал. Поэтому я думаю, это защитный механизм, он важен, вот, и дополнительная будет гарантия того, что мы сможем провести выборы на нужном законном уровне. А какое количество бюллетеней будет направлено на участки в город Москву и в город Черкесск? И будет ли какая-то вариативность? Если да, то от чего это зависит? Дело в том, что мы когда направляли бюллетени в Москву и Черкесск за пределами Республики Абхазия, очень много разговоров было о том, какое количество направляем и для чего такое количество нужно. Мы исходили из того, что пропускная способность одного участка у нас и в Москве, и в Черкесске максимальное количество, законом предусмотренное количество участковой комиссии, это 15 человек. Вот.
И по 2-3 минуты, даже если каждый гражданин будет у него уходить на это время, максимальным количеством, то, что мы посчитали, это 3000 человек. Что было, в принципе, продемонстрировано по Москве, проголосовало чуть более 2650 голосов проголосовало, а в Черкесске 1900. К чему говорю? Такое же количество бюллетеней, которое было, там 4000 в Москву и 3500 на Черкесск, мы это будем направлять неизменно, потому что те бюллетени, которые были погашены, не использованы, они также нашими представителями, которые были направлены от Центральной избирательной комиссии, они все это вернули, вот, и отчитались перед своими коллегами в Центральной избирательной комиссии. Поэтому лучше пускай будет небольшой запас, чем не хватит, допустим, бюллетеней. Поэтому я думаю, что мы это количество не будем менять, вот, и выборы пройдут в нормальном ключе. Еще один такой важный вопрос для нас – это вопрос по диаспоре в контексте нашей абхазской диаспоры в Турецкой Республике. Вот скажите, пожалуйста, какова перспектива выборного процесса на будущее, да, для нашей диаспоры за рубежом, и какие механизмы возможны, на ваш взгляд, для реализации этого процесса? Дело в том, что наша многочисленная диаспора, которая проживает в Турецкой Республике, они действительно хотят принять участие. По нашим подсчетам, по данным репатриации, не более 1000 человек имеют абхазские паспорта, действующие абхазские паспорта внутреннего образца. Вот. Но тем не менее это количество может увеличиваться. Поэтому, когда мы принимали решение об открытии участка, мы руководствовались тем, что 1000 человек там, или 500 человек, дать возможность своего волеизъявления, права политического голоса, чтобы они могли выразить. Вот. А что касается перспективы, то, наверное, турецкие власти они должны делать вывод и брать пример с Российской Федерации. Во-первых, их нужно, наверное, призвать к тому, чтобы они соблюдали демократические нормы, исходя из прав человека, вне зависимости от того, страна признает Республику Абхазия или нет, они должны исходить из того, что если диаспора проводит свои внутренние процедуры, которые не противоречат турецкому законодательству, то, я думаю, они должны выше ставить, выше политических каких-то идей, должны ставить права человека. Вот. Потому что данные граждане, которые проживают на территории Турции, они также являются турецкими гражданами. Вот. Поэтому мне кажется, что им надо брать пример от тех стран, которые нас признали, вот, и в этом направлении двигаться. По окончании нашей беседы хотелось бы, конечно, услышать от вас пожелания нашим гражданам в столь непростой исторический период нашей страны. Те кандидаты, которые остались, набрали наибольшее количество голосов. Вот, мы их хорошо знаем. Вот, и хотелось бы обратиться в первую очередь к ним, потому что они имеют уважение в обществе. Вот, у них есть свои избиратели, которые за них проголосовали. Они в течение оставшихся 10 дней будут проводить агитацию, чтобы в период этой агитации, чтобы был призыв к тому, что мы один народ и нам нечего делить. Вот, и чтобы, призывая народ прийти на голосование в пользу одного из кандидатов, да, чтобы они подчеркивали, что если мы не сможем демократично, если мы не сможем в правовом ключе это все провести, что победителей не будет. Вот. Поэтому я думаю, что их призыв к нашим гражданам, он будет услышан, но задать тон, я думаю, должны они, потому что все-таки доверие то, которым они располагают, я думаю, что именно это сыграет для того, чтобы граждане тоже, когда агитируют за своих кандидатов, чтобы это все проводили без грязи, без оскорблений. Вот, потому что в первую очередь мы должны понимать, что мы друг друга оскорбляя, понижаем наш статус государственный. Вот, поэтому призываю всех к тому, чтобы подготовились ко второму туру без оскорблений, с уважением друг к другу. Вот, и хотелось бы отметить, что
несмотря на разные взгляды, на мой взгляд, население Абхазии, граждане, вне зависимости от национальной принадлежности, в целом здесь нет никаких таких настроений, которые могли бы подрывать основы государственного устройства. Вот, мы все понимаем, и я уверен в том, что наши граждане тоже понимают, кто их признал, какая ответственность лежит на тех странах, которые нас признали, какая ответственность лежит на нас. Вот. И никаких настроений таких, которые могли бы подрывать наши дружественные отношения с нашим стратегическим партнером, таких настроений быть не может. И я уверен в том, что мы в этом ключе будем и дальше развиваться. Если есть те страны, которые хотят подорвать наше доверие друг к другу, да, то я уверен в том, что у них ничего не получится. А наши кандидаты, я не сомневаюсь в том, что они будут призывать к тому, чтобы те достижения, которые были достигнуты всеми главами государств, президентами Республики Абхазия, они самое полезное будут извлекать, вот, и продолжать нести интересы абхазского народа на достойном уровне. Спасибо вам за то, что приняли наше предложение на участие в беседе и за то, что ответили на столь важные, актуальные вопросы для всех нас. Спасибо. Благодарю за внимание.